луговой. Хороший сам. Смотри, ты не чувствуешь неправильно, да? Так, лучше, конечно. Это запущено. Я чувствую. Все равно маленький чуть. Ну вот, между прочим, почему мы идем вот в такую даль, потеем, по жаре? Почему? Потому что у нас нет нормального пляжа городского. Не, ну, с другой стороны, как ты видишь его организацию? Они как могли сделали. Вот что можно сделать? Понимаешь, как могли? Это имеется в виду, что... А что ты предлагаешь? Александр Николаев на последней пресс-конференции знаешь, что сказал? Он сказал, что пляж можно организовать с учетом... короче, этот... Где вот... С учетом пожелания трудящихся. Нет. С учетом того, Трудящийся что желает купаться в грязной воде. большое кольцо этого горканала. Сейчас, когда ведут они... Можно будет в горканале купаться. Ну, типа озера обводнить, и вот Сайсарские, Сергелякские озера, как смотри, как, чтобы там устроить пляж, на Сергелякских озерах. Сергейская зона это где, что я не понял. Ну, Сергеляк, Ну вот это вот. Где вот там на птицефабрику, что ли? ну Да, да, в ту фабрика, сторону. там, короче, честно говоря, я... Ну мы в детстве там купались, кстати. Там было очень людно. А потом оно, видимо, отмелело, загрязнилось. Да. Ну согласитесь, вот эта заводь, она все-таки, ну, действительно мутная, грязная. И Да, И неприятно это какой-то пруд, короче, в пруду купаться. нужно, чтобы проточная вода была. Приветствуем! В эфире летний выпуск, теперь уже пляжных аналитиков. Да. Вот впервые за это лето, после длительного перерыва. Да, мы решили возобновить рубрику и сделать ее, как говорится, как там любят говорить, в формате видеоблога. Сейчас модно. На природе, чтобы было не статично на диване, а Да, тут. в движении, на природе. Вот если Свежий немножко воздух, вот видите, люди увидят, как нормально, да? Видят, как Видно. видно же, да? Твою попу все видит. Короче, тема зашла про пляжи, про летний отдых горожан. Да, у нас нет нормального пляжа в городе. Все ездят, всякие там Петуховки, Шестаковки, Тулагина, там везде придумывают, куда можно заехать. Да, Ну вот на Петухов- Панамар ездили в прошлый раз. Да, 250 рублей в один конец. Да, и остров, Ну, конечно. как бы места-то хорошие есть у нас, но ничего не устроено. Все дикое. И если бы вот то место, где сейчас находится на дамбе городской пляж, нормально обустроили бы вдоль, дальше там же он идет еще километрика 2, даже 3 может. Если бы там обустроили, было бы вообще ништяк. Это имело бы спрос, там можно было бы хорошо наладить бизнес. А почему этого нет? Но это знаешь, это какой-то масштабный проект, который требует какого-то такого масштабного мышления, видимо, и больших денег. Ну, Прям да. такое масштабное решение надо, чтобы сделать пляж, да? Ну, может, во-первых, там нужно же эти коммуникации подвести раз. Какие коммуникации? Зачем? Свет, что ли, только? Конечно, но если ты там строишь какие-то капитальные строения, то там обязательно нужна вся Ну, вода там, инженерия, канализация. Ну, там же по канализация. соседству есть, сосед оттуда и тянут, пускай. Нет, мне самое главное, чтобы А была самое проточная вода. самое сложное, видимо, там с землей связано. Там, видимо, может быть, какие-то там водные реестры или что-нибудь такое, там нельзя. Водный кадастр. Кадастр, Знаешь, ну. у нас привыкли вот относиться к людям. Люди, может, сами не хотят этого. Как бы люди уже как бы привыкли на машинах, поехали вот на дикие пляжи. Хрен его знает. Может быть, на самом деле, и вот может быть, это хорошо, что вот так оно сейчас. Вот на этом месте, допустим, я не хотел бы, чтобы цивилизация приходила сюда, с одной стороны. Да? Но с другой стороны... Нет, вот мы же говорим про городской пляж, там Ну же да. места предостаточно, чтобы обустроить все красиво, чтобы там оно могло функционировать не только летом, но и зимой и осенью. А Нет, вообще там как? вода грязная, видишь, там нет протока, там нужно сделать проточную воду. А как ты сделать проточную воду? Придумать технологические решения всякие. Не, но она, всякие вода эти там, прорыть там туннели вот до туда, где вода там не застойная. Нет, она застойная. Это по сути лужа. Это же вот Большая такая вот, лужа. знаешь, закуток, куда вода зашла, и она там Да, она стоит. очень так, это, так Ну, она там все равно медленно обновляется. Она медленно, но обновляется. Ну, надо этот процесс, наверное, как-то... сейчас же куча технологий. У нас инновация почему воспринимается только на уровне вот айфонов, блин, и, вот инновационное решение пускай предложат там, какое-нибудь технологическое. Как эти, знаешь, это в аквариуме пихают же такие, чтобы воздухом там Ну, да. насыщалось. Наверняка есть какая-то технология, которая это предусматривает такие решения.
Мне кажется, что если бы задались целью создать комфортные условия, Не, ну если смотрите, там вода достаточно проточная, чтобы как бы не заболевать там дизентериями всякими. Если грамотно вот рассеять вот отдыхающих, то нормально будет. Сейчас Городской пляж теперь без дизентерии. часто там все скучно, конечно, там это вот, да, повышается риск. А если грамотно это все рассеять, Как ты рассеешь? ну, там же пространства много, там то есть туда, километра туда. 3 вот эта полоса. идти дальше туда, в ту сторону, да? Да. В сторону 203-го типа. Пожалуйста, может быть, этот в районе лодочной станции благоустроить тоже. Да я бы лучше бы организовал примерно дорогу вот нормальную до сюда. До сюда? До подобного места где-то. И этот, пожалуйста. А Вода проточная. Жалко это место. Ну вот да, кстати. Пускай сперва вон там надо. Нет, ну можно не обязательно здесь. Здесь, извини меня, сколько тянуть здесь всякие, чтобы А коммуникации. где-нибудь провести. там, вот на окраине того острова, там конкретно засыпать песка искусственный, и вот там сделать намывной такой пляж. Но есть еще идея, вот на последней пресс-конференции сын Николаев сказал, что Серегляхские озера, их типа обводнить за счет горканала, там повысится, дескать, ну, Я помню, в приток детстве, свежей кстати, воды. вот Заложное озеро было проточным, там люди рыбу ловили. Ну да, то есть он говорит, что сейчас вот если да, вот этого малого кольца будет достаточно, чтобы пошла проточная вода, ну и люди вот на даче даже хотя бы начали купаться. Ну, может, в принципе, в чем-то это так, да, чтобы люди приезжали на дачи свои, на Сергеляхе. Их так в желтое озеро. А нет, ну раньше купались, раньше там караси ловили, между прочим. Мы там в Сергеляхе там и купались. Нет. Да. Там было весьмальное место. Ну, вот сейчас вот и горканал, если они его доведут до ума, то, дескать, можно будет там купаться. Но это как одно из решений таких. Но я считаю, что оно не может быть единственным. Ну, знаете, главный критерий городского конкретного пляжа — это наличие вот, спасателей безопасности. Да? А в дикие пляжи здесь вот действительно дно не проверено. слышь, прочее. я к чему? Риски возникают. Я просто говорю о том, что если уж говорить с точки зрения глобальной российской экономики, национальной экономики, да, пляжи, они являются частью инвестиционного климата. Это вот приезжал Репик. Знаешь, у нас что-то, когда говорят, что такое инвестиционный климат, или там инвестпроект, всякое, почему-то у нас в голове какие-то супер, там какие-то японцы приедут, и там что-то вложатся в какие-то супер- Роботы, параболики роботы, всякие. там типа какие-то инновационные проекты, да? А вот Репик приезжал недавно, Это тупо дискотека. он говорит, что инвестиционный климат в регионе, это вот магазины ваши, говорит, шаговой доступности. Это вот это и есть, говорит, инвестиция. Вы не должны, говорит, думать, что это что-то такое глобальное, там такое связанное с какими-то вложениями иностранных компаний, там какие японцы, корейцы, что-то где-то вложатся, да? Вот, пожалуйста, видишь, продукт Минутка инвестиционного климата. Минутка рекламы. Этот курник производства ИП Баринова, сеть магазинов «Надежда». И это ФПКшечка класс. Да. Пара-пара-пам. Класс-то хороший. Класс хороший, да. Кстати, пирожок вкусный, наверное. Да, курник вкусный. А я свой чебурек съел. Происходи мне классно. У тебя там этот кусочек, по-моему. А, ну я с этой стороны. Кусочки, наверное, не грязные. Вот, спасибо. Так вот, да, ФПКшный класс, это тоже инвестиции, то есть А класс. видели рекламу, да? Безалкогольное пиво тебе. Вот, смотри. Там, где пляж, там, где дискотека, там и идет спрос кваса. Да, квас. Безалкогольное пиво сейчас они рекламируют. Вот ради бога, здесь какое пиво употребляет. Ну, на пляжах имеется в виду. Допустим, мороженое. Интересно, а как наши чиновники, если вот Курники. те, которые вот не выезжают за границу, скажем так, они тоже на такие дикие пляжи едут, да? Почему? У них на джипах, у них их везут на моторке, посадили. Ты что? У них острова свои. Ты что? На Тулуканы Не, ездишь. ну, конечно. Я сам так 1000 раз делал. Усмай там что? Есть у вас там эти? Понимаешь? Заповедные места, куда ездят эти? Лямпушки всякие. Ты что? Рик недавно вложился, приобрел там территорию, огородил на каком километре возле Юдымы. Это Деньги где? вложил. Усмай? Ну, кстати, смотри. Да, фотографии. Смотрите, будешь, смотрите, вот такая фигня. В Рик Значит, вложился. получается, наш бюджет потратил 200 миллионов с лишним, да, 220 или сколько там, на лямпушку, на курорт для депутатов. А на городской пляж денег не находится. Да, вот так вот. Так 200 миллионов бы сюда бы направили на обустройство пляжа. Мне кажется, хватило Так бы. они... Благо было бы для скольки? Это для, считай, для 300 тысяч. Да. Даже 400 тысяч населения Ну живет, да, видишь. Для 400 тысяч было бы благо. А они для кого сделали? Для 400 человек. Ну, да? Хилтона где-то у нас тут в городе, да? Да. Так зачем? Зачем нам здоровенный Хилтон? Это, Думаешь? опять же, для гостей, чиновников. Надо поощрять бизнес-хостел. Потому что к нам должны, они же говорят, въездной туризм Ну, из регионов. Им нужны доступные. извини, у нас же тут вот, идет крупное освоение развития, должны приезжать всякие там главы LG там всяких,
Самсунгов, там, Басфов. Ну хорошо, но Сименсов. параллельно тогда развивайте для внутреннего туризма хостел. Ну, смотри, хостел. мы были в Сюда Нерюнгри, да? приезжали из России люди, и прочее, Там, чтобы помнишь, доступно было жить. помнишь, мы были в Нерюнгри, там Не, ну как бы я считаю, что вот этот 4-звездочный Хилтон, в принципе, имеет право на существование. Наверное, такая потребность есть. Но, с другой стороны, докажите, что она есть. Там, видимо, большая сумма на это идет. А может быть, было бы эффективнее эту сумму отправить действительно там на то, чтобы построить ряд каких-нибудь небольших гостиниц, там, наверное, по Олдусу, может быть, да? Или... Ну, они их включили, там у них идет бата. Кстати, вот почему-то они еще удачно включили. Ты, не знаю, удачно сможешь себе купить с позиции туризма. Там они гостиницы устроили сейчас удачные. Ну, там, видимо, охота и рыбалка удачно. В общем, тогда какие выводы делаем-то из всего Это, этого? конечно, мы вырежем. Но вывод такой, что вот эти, как бы, речь зашла о пляжах, да? О туризме. О туризме, В инвестициях. а кончилось тем, что вот этот Алроса Нюрба опять же вмешивается везде, да? Ну, это Ну, все связано. Уже деньги-то Там там. надо, получается, вот эти деньги от Алроса Нюрба вложить так, чтобы они приносили больше, чем они приносили при Алросе Нюрбе. Дивидендов с этих. Правильно? Надо развиваться. Все, что ты сам сказал, бизнес-климат — это то, что нас окружает. Да. В том числе это и наличие хорошего, нормального пляжа, да, который Да. развивается, дает возможность предпринимательству тоже развиваться. Там собственно, услуги и прочие продукты, там питание. Да? А всего этого толком нет. Ну, то есть вокруг пляжа разовьется какой-то этот, да? Какой-то Точка мелкий притяжения. бизнес. По большому счету надо просто раздать деньги всем бизнесменам. Так, Раздать прямо не хочу, не хочу. Заткнись и возьми мои деньги. Ну, в общем, предлагается что сделать? Первый конструктивный шаг — это, Продать лямпушку, найти деньги, сделать городской пляж. ну, допустим, как Это вариант. как Это предлагается людям, да, всем задуматься об этом, о том, что Да. вот продали эти акции Алроса Нюрба. Что от нас- чему нам Что будет? с ними можно сделать с точки зрения там горожанина, да? Горожане же видят, что у нас нормального пляжа, например, нету, да? Да. Вот опять же, лямпушку мы эту видим. Давайте мы лямпушку продадим действительно, не знаю, кому-нибудь. И на вырученные деньги в городе пляж построим. Может быть, такое решение. Люди должны вовлекаться в эти мысли. А тут решает кто-то там узкий круг какой-то. Давайте уж на широкую ногу это вместе все решать. А не только там Публично. те, кто Публично? там этот пристроился к продаже. Ну, люди сами должны проявлять активность, не сидеть вот как тоже говорит, там все за нас решено. Нет, надо вмешиваться в эти процессы силой. Приходите и говорить, что вы делаете. Здравствуйте, я пришел вмешаться. Где моя доля? Нет, ну, сейчас вот, допустим, с этими деньгами из Фонда развития предпринимательства пойдут обсуждения. Здесь то же самое надо. Вот надо обсуждать, да, вот эти вот. Потому что мы посмотрели этот список и увидели, что там много каких-то таких сомнительных вариантов. Они точно не принесут. Можете посмотреть этот список у нас на сайте по ссылке внизу. Ссылка в описании. Ссылка в описании. Окунемся.